Привет чемпионам! И мы продолжаем эстафету физической и духовной культуры с чемпион-практик Атерон Легион. И я Камила Браева. И я Артур Халатов. И мы начинаем наш проект с традиционного обращения к молодежи. Спорт, который не ведет к нравственному и духовному совершенствованию, не стоит ничего. Для молодых людей, истинных сынов и дочерей нашей Родины, кредо их жизни должны быть учеба, просвещение и здоровый образ жизни. А вредные привычки – это, как правило, лишь свидетельство слабости характера. Дорогие друзья, все наши герои разделяют эту философию жизни Атерон Легион. И наш сегодняшний гость – один из самых активных участников этого движения. У нас в гостях человек, который перевел бокс не только в нашей республике, но и в России на новый уровень. Воспитатель чемпионов и кузнец боксерских характеров. Заслуженный тренер России по боксу Виталий Константинович Сланов. Здравствуйте, Виталий Константинович. Ну что, в первую очередь хочется, конечно же, узнать, вы сами спортсмен, тренировались тоже долго и упорно. Расскажите, что вы делали, есть ли у вас какие-то советы для спортсменов, если не хочется идти в зал, если хочется отдыхать и лежать на диване? Как себя заставить подняться и пойти тренироваться? Это индивидуально, каждый должен сам себя заставить. Я советую, если человек хочет добиться больших спортивных результатов, то он должен через «не могу» перебороть себя и все время заставлять себя идти работать. Если он для себя тренируется, то хочет полежать, пусть полежит, ничего страшного. Потому я для себя и тренируюсь, потому что я люблю лежать. То есть главная мотивация – это цель, да? Да, если поставить цель стать большим чемпионом, то надо все остальное отбросить и идти, все должно этому подчинено. Ну что, Артуру, я думаю, уже, конечно, поздновато учиться для того, чтобы стать профессиональным спортсменом, но тем не менее он очень хочет взять у вас какие-то мастер-классы и научиться чему-то именно у вас. Как вы на это смотрите? Положительно смотрю. Если это разово, то положительно. Это разово. Это разово, да. Обещаешь? Можно. Да. Ну потом я покажу на тебе приемчики. На мне? Ну что, я вас тогда оставлю, так как я далека от спорта и от бокса уж тем более. Я вас оставлю наедине, мне хочется узнать вас как личность, поэтому я вас подожду в сторонке, и мы уже побеседуем чуть позже. Хорошо? Отлично. Виталий Константинович, скажите, пожалуйста, как проходит день чемпиона? Тренировочный, как вот? Как обычно, с зарядки начинается. Зарядку обычно чаще всего проводим в лесу. В лесу? Это имею в виду профессиональных спортсменов. Да, профессионально. В лесу, в Дендрарии или на Сапицкой, больше в Дендрарии. И потом вечером тренировка. Я думаю, что сегодня вы покажете мне пару упражнений, чтобы я могла защититься на улице. Конечно. Тогда мы пройдем? Давайте. Давайте пройдем. Виталий Константинович, мы подошли, какое-то сооружение, это неизвестное мне сооружение. Что это и для чего это? Расскажите, пожалуйста. Это настенная подушка, на ней отрабатываются все удары. Любой удар нужно отрабатывать. Если груша движется, то подушка стоит на одном месте. Ты можешь просто, если хочешь, отработать нокаутирующий удар. Также мягкая, да? Она мягкая. Допустим, удары по печени можешь отработать. Боковые удары снизу, сбоку, все. А гасевская, эта печень, это вот здесь все было, да, фишки отработаны? Может быть, да. Давай мы с тобой Давайте, хоть попробуем. что-нибудь. Да, удар сбоку. Вот становись вот сюда. Вот сюда, да? Да. Ага. И от ноги идет удар, от ноги. Толкиваешь. Нет, левой рукой. Левой рукой? Вот сюда. Боковой, да. Чуть ближе, чуть ближе. Вот так. Центр тяжести переносишь. Чтобы удар сильнее был, переносишь центр тяжести. Вот так. Вот. Локоть на одном уровне. Может быть и даже не на одном, но он должен идти вслед за кулаком. Если бьешь так, все равно за кулаком. Уже он не играет никуда. Нет, если даже сверху вниз бьешь, то локоть идет за кулаком. Оп, хорошо. Чуть сильнее надо вкладываться. Нога прямая, от ноги надо немножко самортизируй. Оп, хорошо. Концентрируй в конце. В конце ускоряться надо и довернуть. Вот так надо, завернуть до кисть, да? Как в конце, да. Оп, Артур,
обязательно должны попасть двумя костяшками. Да, Вот так, косточки, да, да. да. А если пальцами сразу сломаются И пальцы? пальцы сломаются, и удара не будет. И удара не будет. Значит, его надо заворачивать. Да, хорошо. заворачивай в конце, поэтому эти заверни. Оп, раз. Бедро побольше бедром. Браво, вкладывай без тела. Хорошо. На тебе мой Вейзер. На тебе Макгрегор. За всех наших пацанов. На тебе еще раз. Нормально? Нормально. Не вырублю я их. Любого варианта. Всех вырублю я. Так, что, пойдем дальше? Да, подойди вот сюда. Так. Так. Я думал, вот, что вот это- так левой руки, левой рукой вот так держи, вот так. Ну как будто ты левой. И правой снизу ударь. Вот так. А, как будто я держу до соперника. Да. Ну нет, как будто нашибаешь вот так. Ага. Раз. Ну, у тебя прямые ноги, там удар не получится. Он должен от ноги самортизировать. Да. Опа! О, хорошо. Это вам за Емельяненко. Это вам за Хазаракова Артура все. Получается или нет? Ну, для начала вообще здорово. Я На, еще один подозреваю, раз. что ты в подвале у себя тренировался. Ну, раньше было в детстве, да. А я думал, что это за сооружение на самом деле. Ну, Точно так же боковые удары. а я вот смотрю, да, столько груш. Груши. Это что за груши? Это все. Ну это разные. От Это тоже плотности. на удары какие-то специальные. От плотности, от веса, это для разного все. И вы видите, я весь покалеченный. Потихоньку. Опачки. А с ней как работать надо? С ней не надо силовые удары. Там легко надо ловить ритм. да, На раз. технику, да? Да, это На боксеры. вот ускорение, по-моему, да? Молодец, хорошо. Вот так класс. Хорошо. Отлично, отлично. Ну, более мне нравится все равно это груша. Груша уже, Это мешок. это мешок? Да. А какая разница, туда мешок или... Ну, груша, она грушевидная. Вот посмотри на грушу. Это тоже считается груша. А это мешки, боксерские мешки. Вот, у них работает. Это тяжелый мешок, полегче. О. А я на груше, да, могу поставить удар? Конечно, конечно. Но они и ставят туда. А покажите, да, пожалуйста, вот основную же троечку, да, это, основная, да, считается, как бы, на боксе. Раз, Основной, два, три. у каждого основной свой. Кто-то бьет левой сбоку, кто-то по печени, у кого-то правой снизу. Излюбленный удар или комбинация. У всех разные. Вот А у вас ты- какой был самый, да, лучший? Вот? А у меня? Да. У меня правый прямой, левой снизу. Ну вот сейчас, чтобы сделать, вот удар мне, тут двоечку. Вот, допустим, направить. двоечку. Если два прямых, это один удар. Ну, во-первых, ноги должны быть под тобой, не разъезжаться. Ты должен немножко амортизировать, потому что удар должен пойти от ноги. Инерция. Это не то, что вот конкретно присесть, выполнить, а вот так незаметно, но все равно. И передает туловище. От корпуса, И, да, как бы сюда. и все от ноги идет, все в корпуса. И все концентрируется на кончике кулака. Вот. Тогда будет удар. Нет? Ты бьешь одной рукой. Ты должен положить. И левую, и правую тоже Не, должны вложить. если нет? двоечка, то первая, левая легко, правая сильно. Ну вот, да. Вот, хорошо. Ну, неплохо. Ну, для самозащиты пойдет. Пойдет? Но для боксера плохо. А если троечка? Ну, давай сделай троечку. Нет. Ну, бей в одну точку. Ты, Туда-сюда ушел, да. да, в одну точку бей. Отлично. Здорово. А ну-ка вы сначала покажите, чтобы я потом... Ну, я тоже уже небольшой мастер. Ну, это надо было действующих боксеров. Теперь я. Ничего. Виталий Константинович, я думаю, да после таких ударов и вот упражнений надо немножечко передохнуть. Сделаем рекламную паузу. Все, отдыхаем.
Ну что, Артур, я слышала, ты уже устал, да? Устал и От руки мини-тренировки. забились, Виталий Константинович, как вы отдыхаете? Вот сейчас Артуру уже потребовалась передышка, а вообще как вы любите проводить свой отдых? Ну, я и на работе отдыхаю. А меня это не нагрузка. Все тренеры отдыхают на работе. А так как я с семьей отдыхаю, с внуками, это для меня самый Ну, с внуками я любимый. часто вижу в соцсетях, как вы отдыхаете, как уже потихонечку их Да, это внедряете в спорт в них, на самом спорт деле. еще рано, но я люблю с ними отдыхать. Это самый лучший отдых. С семьей и с детьми. Мгм. А как вы вообще считаете, есть ли уже кто-то из ваших внуков, детей, кто пойдет по вашим стопам? Или, может, уже идет по вашим стопам? Каждый сам выбирает, никому навязывать не надо, это их судьба. Они сами выберут свой путь, захотят в спорте или в другой области. А если на борьбу захотят, допустить их? Каждый сам выбирает, что им нравится. Главное, чтобы было все достойно и были успешны, здоровы. Виталий Константинович, я знаю, что в вашу секцию ходят детки с совсем малого возраста, да? С какого возраста уже Не, разрешено? это у нас в зал ходят В зал. с 9 лет. Но с ними работает там Владимир Константинович Сланов и Алан Яковлевич Чехоев. Они 3 дня работают один с детьми, 3 дня другой, там через день. Ну, многие родители переживают, когда думают о том, в какой вид спорта отдать ребенка, да, они переживают над тем, что это довольно травмоопасный вид спорта. Удары по голове постоянно причиняются, по телу, по корпусу, да. Какие профессиональные болезни, может быть, бывают? Или стоит ли бояться родителям этого? Не, ну, бояться надо, конечно, за ребенка. И тренер должен быть грамотный. Вот, допустим, у нас тренер, они первые несколько лет, они перчатки, если одевают, то только для игр, там, каких-то показных, они не спаррингуют, они работают на снарядах, в основном у них там гимнастика, беговые какие-то на координацию упражнения. И боксерские тоже, но не спарринги никак. Это первые годы. А потом они, кто способный, тот уже профессионально начинает работать, кто хочет, а кто не хочет, тот для себя тренируется. Им не обязательно там бои проводить, их надо беречь. Жизнь вообще опасная, посмотрите, сколько болезней кругом, нитраты, загрязнение этого. Вы заговорили про всевозможные вирусы и болезни. Мы, конечно, не можем обойти стороной эту тему. Сейчас многие сидят дома. Что посоветуете прочитать? Есть ли у вас любимая книга? Может быть, что-то посмотреть? Ваш любимый фильм? Все хочется узнать. Ну, и разные периоды я любил разные книги читать. От возраста зависит. А мы можем поговорить про фильмы? Или фильмы — это тот же принцип, что и с книгами? Каждому возрасту свои фильмы. Я люблю пересматривать фильмы, которые любил, допустим, 20-30 лет Так, назад. например, что, какие? Ну, разные вестерны люблю, вот, там, «Золото Маккены». Там мне нравилось еще эти фильмы про этого Брюс Ли. Хорошие фильмы были, они тоже заряжали энергией, стремление к чему-то, самосовершенству. Ну да, Брюс Ли, мне кажется, это кумир многих мальчиков и даже девочек. А интересно, есть ли у вас кумир в мире спорта? Кассиус Клей, Мухаммед Али, это футбол я сильно люблю. Вот. Мне футбол нравится не меньше, чем бокс. Кстати, сейчас в вашем кабинете мы видели фотографию вашу с Мухаммедом Али. Расскажите, как произошла эта встреча? Первый раз я в 96 году встреча была случайная. В Портленде он случайно мы гуляли там, со спортсменами, делегация, и мы как-то отделились вдвоем. Я с Челябинска был тяжеловес, и вдруг с ресторана выходит Мухаммед Али, ну как будто постановка какая-то была. А это, да, ну в то время это был 96-й год. Ну, я был впечатлен. Встреча с легендой. Да, с легендой, тем более. Это мы же только в фильме, даже тогда боев не было, так, чтобы посмотреть, тогда только начали распространять вот эти кассеты, диски. А фотография была сделана в тот момент или уже в последующей встрече? Не, в тот момент мы не сфотографировались, мы не были готовы к этому. Но потом, раз он там, мы уже знали, где он бывает, каких-то, потому что его машину... Уже караулили, когда он выйдет. Не, ну мы узнали, в какой он гостинице, отеле, и подкараулили там. И он выходил, мы подошли, сфотографировались.
Не только мы подошли, его сразу окружали, он был настолько популярен, даже в Америке у них, что его сразу окружали там десятки, сотни людей, и потом охранники его до машины проводили, но он автографы раздавал. А потом в 97 году мы уже там и пообщались, и познакомились. Это, ну и последние, несколько раз мы с ним встречались, и последняя встреча, это уже вот совсем недавно. А какое впечатление он на вас оказал, как человек, как личность? Ну, очень приятный, вообще неприятный, так, доброжелательный со всеми. Звездность чувствуется, но это так, не отталкивающая звездность, это приятно. Вы знаете, вы сейчас рассказываете про то, как вы встретили такую легенду, а у меня почему-то проскакивают другие картинки. Наша местная легенда, скажем так, Мурат Гасиев, которого также всегда, где бы я его не увидела, на улице, где бы он ни был, всегда его окружают толпы людей, хотят сфотографироваться, пообщаться. И вот то, что вы говорите, тоже скромный, доброжелательный, очень приятный, открытый человек. Расскажите немного про то, когда вы увидели в нем этот задаток, и когда вы увидели, что он, может быть, увидели в нем этот потенциал. Не, ну как, потенциал был виден, но, понимаете, много было потенциально больших, а потом в процессе кто-то ломался или кто-то, ну там, всякое, сгорали, кто-то, кому-то это надоедало, когда он увидит путь какой тяжелый, долго, он более легкие пути ищет. Ну, он молодец, он всегда вел себя достойно. С какого возраста он у вас занимается? Ну, он пришел, ему было 14. Он молодец, дошел с нуля до большого чемпиона. Таких, ну, в России можно по пальцам одной руки пересчитать, кто дошел до этого уровня. Мы желаем действительно Мурату успехов, мы будем следить и болеть за него. Но также мы знаем, что у вас помимо Мурата есть еще множество подопечных, если можно так назвать, спортсменов, которые также добились высоких успехов. Но особое место, как мы знаем, занимает в вашем сердце Хета Козаев. Расскажите немного о том, какой это был человек. И, конечно, мало кто знает о нем, поэтому хочется немного подробнее рассказать. Талант был выдающийся, потому что такие данные именно для бокса. Он мог стать мировой легендой вот, наравне с самыми чемпионами. Ну, для него в нем все было заложено для этого. Но, к сожалению, этого не случилось. Даже вот видавшие виды американские промоутеры, там тренеры, они были от него в шоке, когда мы привезли его и там несколько спарринг-сессий провел. Интересно, как нашу сборную оценивают, нашу маленькую сборную Северной Осетии оценивают на мировом уровне? Пользуемся авторитетом? Ну, конечно, пользуемся авторитетом, тем более у нас такие успехи. Один Мурат Гасиев, это уже прославил Осетию на весь мир, и не одним боем, а в течение нескольких своей карьеры. И у нас прекрасно к нам относятся и Федерации бокса России, очень с большим уважением, и вообще мастинский бокс сейчас на таком хорошем уровне. Я вычитала в Википедии, что самый зрелищный бой – это 11-й раунд, Диего Корралес и кто там? Кастильо боксировал. Кастильо. Какой бой, на ваш взгляд, самый зрелищный? По крайней мере, может быть, то, что вы видели воочию. Если брать бой, то бои Артура Гати и Метеор, да, это, конечно, зрелищнее. Но если брать в общем, то они уровнем уступают. Джо Фрейзер, Мухаммед Али. И все три боя, особенно первый и последний бой, третий бой этого Джо Фрейзера и Мухаммеда Али, я думаю, выше, чем бои Уорда с Гатти. Если брать по раундам, то раунд Корралес, 11-й раунд, кажется, Корралес-Кастильо, это, наверное, лучший раунд за всю историю. Самый зрелищный, самый драматичный, зрелищный раунд за всю историю. А среди наших спортсменов, кого бы вы отметили? Много было зрелищных боев, но для меня лично выше быть не может, наверное, и не будет никогда. По напряжению, по накалу, что происходило вокруг,
Это Мурат, вот я вижу как раз, да? Мурат и Владарчик Владарчик, в Америке, да. Ну вот я смотрю как раз, да, как он улетел за Не, ринг. это Дордикас. Это Дордикас, Дордикас. Это тоже, Это же конечно, тоже же зрелищный. зрелищный бой, но вы спросили меня, для меня выше боя нет, который вот Владарчик, там такое напряжение было и до боя, и во время боя. И я после боя неделю не мог спать. Я представляю. Я был и- бодрым, не то, что хотел спать. Я был бодрым и не спал, и вообще не чувствовал усталость такой. Эмоции, я представляю, да, зашкаливали, Да, наверное, на ну, самом там деле. было напряжение сумасшедшее. И Если мы не спали здесь трое суток, а вы... Удивительно, как Мурат это напряжение выдержал. Там поляки, их было столько, везде. Команда была хорошая, команда его опекала. Он не поддался ни на публику, ни то, что телевидение крутило. Вот, и крутили в основном процентов 80-90 крутили, что Володарчик какой сильный и как он всех убивает. Команда – это, наверное, действительно самое важное в тот момент, в момент поединка для чемпиона. Интересно, есть ли дружба внутри этой команды? И что для вас вообще дружба? Не, ну как, дружим, конечно. Мы, если бы не дружили, столько лет бы не работали. И дружба, понимаете, зависит от человека, с кем ты дружишь. Вот, допустим, у меня тренер Амиран Захарович, с кем мы вместе работаем. Он, кстати, ушел недавно. Мы работаем, он пока нас тренировал, а потом мы вместе начали работать уже больше 40 лет. Вот это, считаю, и уважение, и дружба. Также с Олегом Заврочем 35 лет мы вместе работаем. Вот у меня ученик Алан Чехоев, Игорь Албуров, с ними тоже почти 30 лет. Они пока пришли маленькие совсем на бокс, были боксерами, а потом остались в боксе, и мы вместе. Вот это и есть дружба. Конечно, больше времени вот уходит же в зале, да, чем дома. И вы постоянно вместе, на самом деле. И вообще с хорошими людьми надо дружить. И с ними легко дружить. Да, и не надо терять хороших людей. Вообще с боксерами надо дружить, Камила. Это можно Хороший получить. Это ты себе советуй. Не, у меня уже навыки есть упражнений. Виталий Константинович, вы добились в тренерстве просто пика, мне кажется. О чем вы мечтаете? Какие у вас еще Столько цели и планы? подопечных воспитали, да. А что еще мечтаете? Пика еще нет, нету предела совершенства, нет предела. И хотелось бы еще повторить вот то, что мы прошли, новых учеников довести до большого уровня, до больших чемпионов. Мгм. То есть это ваша главная цель, да? Воспитать как можно больше. Да, как Муратов. можно больше, ну, не обязательно Муратов, там Игорь Албуров у нас был супер чемпион, боксер, Игорь Загоев, Батрас Баскай, много было хороших. Ну, Мурат, конечно, пошел дальше всех. Сейчас Это не кто наш. вас же? Федор, да, Чудинова? как бы сейчас? Чудинова я не могу назвать своим полноценным, чем я его не воспитал. Но его ко мне вот 1,5 года назад он приехал, чтобы мы его подготовили. Он недоволен был с подготовкой к каким-то боям. И он здесь вписался и в коллектив. И, Ну, полностью сейчас вывода да, подготавливаете. и мы с ним уже 5 боев выиграли, 4 из них досрочно, и он чемпион мира. И мы дальше работаем, ему здесь в Осетии нравится обстановка в коллективе, в зале, работа тренерская нравится. И будем надеяться, что он... Ну вот как- мы ждали же бой как раз, вот должен Да, был бы да, состояться бой, да, чемпионский бой, да? Да. А за титул? С очень серьезным противником, был в великолепной форме, мы верили в его победу. Ну, будем надеяться, что вот все это... В скором времени утихнет и да. обязательно состоится. Мы будем ждать этого боя Да, все. мы тоже ждем. Виталий Константинович, на этой оптимистичной ноте я предлагаю завершить нашу беседу, но, конечно же, мы вас так просто не отпустим. Наше традиционное вот обращение, да, мы просим, чтобы вы вот обратились к молодежи Осетии, да, пожалуйста, что бы вы пожелали? Молодежи Осетии желаю здоровья, чтобы были счастливы. Ну, в общем, чтобы вели себя достойно, за здоровый образ жизни, наши национальные традиции, чтобы сохраняли, которые нам от предков остались. И беречь себя. Молодежь у нас должна думать о будущем, чтобы у них
все было в будущем прекрасно. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо за то, что нашли время пообщаться с нами, поделиться своей мудростью и определенной техникой, да, как я поняла? У меня навыки уже тоже. Вам спасибо. Ну что, это был проект «Чемпион практик» от Ирон Легион. И помните, чемпионом может быть каждый. Главное – усиленно тренироваться и практиковать. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Мы за сильную Россию, за сильный Иристон. Увидимся. Всем пока!